Экскурсия и проба полевой кухни. По местам боевой славы протопали ученики 5-й школы Малгобека. Реализация нацпроекта здравоохранения на примере онкологического диспансера. Подробности в выпуске. Какие новшества готовит для водителей Госавтоинспекция России в наступающем 2020-м? Здравствуйте, это новости 24. По местам боевой славы прошлись учащиеся 5-й Малгобекской школы. Местный поисковый отряд устроил для них экскурсию. Ну а приятным бонусом стала дегустация настоящей полевой кухни. О том, как ребята смогли окунуться в солдатские будни, расскажет наш корреспондент Хава Гагиева. Несмотря на то, что со времен Великой Отечественной войны минуло уже несколько десяток лет, поисковики то и дело натыкаются на отголоски прошлого. Важный артефакт – масштабная карта 9-й армии РКК. Привезенная из США, является одним из документов, который подтверждает ход ожесточенных боев в Малгобекской оборонительной операции 1942-1943 годов. Участники поискового отряда передают этот экспонат 5-й школе Малгобека. Все это проект реализуется накануне празднования 75-летия, юбилея, и в рамках патриотического воспитания молодежи считаем актуальным и обязательным. Вот это наше направление. Помимо того, что мы занимаемся раскопками и исследовательской работой, мы занимаемся с момента создания Центра патриотического воспитания и патриотического воспитания. У памятников 337-й стрелковой дивизии собравшиеся возложили цветы. Хава Сайтиева, гид экскурсии, рассказала участникам о Малгобекской оборонительной стратегической операции в битве за Кавказ и ее значимость в победе советских войск. Почему Малгобек? Почему? Потому что именно Малгобекская оборонительная операция 42-43 годов имела решающее значение в битве за Кавказ, которая началась в июле 42 года. Это была летняя-осенняя кампания Великой Отечественной войны. И потому что 3 января 43 года Малгобек был полностью освобожден от немецких захватчиков. Не думали, немецкая армия не думала, что именно на границе, на рубеже Малгобекской оборонительной операции что они потерпят поражение. Учащиеся школы побывали в музее боевой и трудовой славы. Ребятам рассказали о подвигах и мужестве соотечественников, показали фотографии защитников, не вернувшихся с фронта, а также ордена, медали и множество не разорвавшихся снарядов времен Второй мировой. Но больше всего ребят заинтересовало, как проводятся поисковые работы. Как мы обнаруживаем бойцов? У нас есть металлодетекторы, у нас есть щупы. Для того, чтобы найти бойца в окопе, в огневой точке, мы берем с собой металлодетектор, и металлодетектор делает влияние на металл. Если в окопе или в огневой точке находится предмет, металлический предмет, то металлодетектор на него влияет. Если на него влияет, и там начинаются раскопки. И чаще всего на этом месте бывают бойцы. Для многих преподавателей важно прикладывать максимум усилий, чтобы дети могли почувствовать и понять, почему так важно не забывать бессмертный подвиг солдат. И именно экскурсия по местам боевой славы глубоко впечатлила детей. При первом взгляде на все это они подходят к этому с большим удивлением. Дальше они начинают уже щупать, изучать наглядно экспозицию раскопки. Прежде всего им интересны вот эти экспозиция, которая временем не испорчена, которая временем напоминает о тех событиях. Вот это им интересно. Каждый гражданин должен знать свою историю своего народа. И эти такие мероприятия развивают патриотический дух. Больше всего мне понравилось вот это оружие, которое наши войска применяли в бою. В завершении экскурсии ребята посетили первую школу Вознесенского, построенную в 1939 году. Она была свидетелем ожесточенных битв в военные года. Здесь у памятника юного разведчика Володи Мордвинова, который учился в этих стенах, провели урок мужества и памяти. Во время сегодняшней экскурсии мне понравилось то, что мы посетили музей, увидели старые артефакты, вспомнили историю наших предков.
и узнали о мальчике Володе, который был патриотом своей страны. Проект по местам боевой славы реализуется благодаря гранту президента страны и включает в себя проведение экскурсий, уроков мужества и посещение памятных мест, где проходили бои в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24. В онкологическом диспансере сейчас пробуют в действии новое высокотехнологичное оборудование. До оснащения стратегического для нашего региона медучреждения будет проходить до 2024 года в рамках проекта здравоохранения и его подпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Тамара Хашагульгова расскажет подробно. Провести операции, максимально снизив кровопотерю. Теперь для хирургов онкодиспансера это не мечта, а реальность. Новый электрохирургический коагулятор дает совсем другие возможности. Аппарат ведущей немецкой фирмы КЛС Мартин, производящей медоборудование, был просто необходим местным хирургам. Приняли 2 блока электрохирургической КЛС Мартин последней модели с возможностью органоплазменной коагуляции. Очень удобная вещь, 99 программ работы, то есть это общая хирургия, урология, гинекология, малоинвазивная эндоскопическая хирургия, полипектомия, то есть 1099 программ. В принципе, можете даже сами настраивать программу, выбирать под себя, каждый хирург может под себя настроить. Вещь очень хорошая, только хирург поймет, честно говоря, насколько это облегчает ему работу, ускоряет процесс и улучшает качество самой операции. Электрохирургический коагулятор появился в диспансере всего месяц назад, но его уже успели опробовать в действии. Порядка 3-5 операций в день, и ни одна не обходится без него. Работать по старинке врачам уже не представлялось возможным. Раньше, чтобы остановить кровотечение, им приходилось перевязывать органы и ткани. Теперь современной техникой необходимости в этом нет. Рассекаешь аккуратно все, ни крови, минимальной кровопотери. Это, конечно, расширяет горизонты для хирурга и возможности для дальнейшего расширения поля своей деятельности. Да, какие-то операции, другие более сложные браться, потому что не все зависит от хирурга, много чего зависит, бывает, естественно, зависит в наше время от аппаратуры, от того, насколько он сможет справиться с тем или иным осложнением во время операции, с кровотечением банально. Еще одно долгожданное приобретение для хирургов-онкологов – ультразвуковой скальпель. Но его еще не успели протестировать во время операции. Скальпель применяется для разделения мягких тканей в тех случаях, когда необходимо сократить повреждение тканей. Вот бранша, которая подает ультразвук, она будет рассекать ткани. Это зажимная бранша. Мы зажимаем ткани, да, нажимаем на кнопку двухрежимной подачи энергии. То есть 2 режима подачи, минимальный режим подачи, коагулируем, завариваем ткань, да, зажимаем сильнее, 2-й режим, максимальная подача энергии, энергия подается на вот эту активную браншу, которая не двигается, да, подается ультразвук на максимальную мощность, и ткань пересекается. Пересекается уже скоагулированная, да, с 2 сторон ткань рассекается, с 2 сторон заваренная ткань без кровотечения. Контролировать состояние жизненно важных функций пациентов. С новым аппаратом ждут улучшения при оказании медицинских услуг и реаниматологи, анестезиологи. Совсем скоро для них установят 2 монитора, в которых так нуждались и пациенты, и сами врачи. По программе до оснащения в нашу клинику поступило несколько аппаратов мониторинга жизненных показателей. То есть это интервенционный мониторинг таких показателей, как АРД, ЧСС, ЭКГ. То есть все основные показатели, которые актуальны для нас, как для врачей-анестезиологов. Также эти мониторинги они могут быть использованы, то есть аппараты мониторинга, да, то есть в условиях реанимации. В принципе, иметь аппараты экспертного класса в нашем учреждении – это большой плюс для нас, для врачей-анестезиологов, реаниматологов. Не только лечить, но и диагностировать онкологию. Врачи ждут также нового диагностического оборудования, которое должно здесь появиться уже совсем скоро. В этом году мы получаем. Вот самое дорогое из них и самое важное для нас – это лапароскопические стойки, которые позволят нам для многих локализаций опухолей проводить лечение через небольшие проколы, так называемую малоинвазивную хирургию. Мы заказали ультразвуковой аппарат переносной для интраоперационного УЗИ. Это будет первый аппарат для, так скажем, интраоперационной или во время операции для проведения навигации, исследования лимфатических узлов на предмет их поражения для последующей диссекции.
Отделение химиотерапии, онкохирургии, паллиативной помощи, а также отделение лучевой диагностики и терапии, цитологическая и клинико-диагностическая лаборатории. Диспансер оборудован по последнему слову техники и будет дооснащаться и дальше, чтобы лечить и предотвращать болезни еще эффективнее. Передовое оборудование, как следствие, больше спасенных жизней. Все взаимосвязано, и любые положительные перемены требуют больших материальных затрат. В течение 5 лет до 2024 года должны получить оборудование на сумму примерно 500 миллиарда рублей, точнее 498 миллионов. Это существенное ассигнование в развитии онкологической службы в нашей республике. В этом году мы, согласно спецификации этих расходов, нам нужно было на 98 миллионов закупить оборудование. Вывести медицину на новый уровень, а значит снизить смертность населения в разы. Главная цель нацпроекта – здравоохранение. До 2024 года онкологический диспансер будет еще дооснащен современной медицинской техникой. По планам это порядка 24 единиц техники в целом. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Продолжается строительство школы в Альтееве, но учебное заведение рассчитано на 720 человек. Основные работы завершены, осталась внутренняя отделка и благоустройство территории. Идрис Ижиев расскажет. Основные строительные работы нового школьного учреждения завершились еще несколько месяцев назад. Сейчас рабочие трудятся над внутренней отделкой здания. Большой фронт работ проделан. В школе уже проведено электричество, подведена вода и оборудованы вентиляционные шахты по всему зданию. Вся школа, что и наружная, что внутренняя работа, они как бы завершающие. У нас сейчас внутренние работы на стадии тоже отделки, завершение, установка дверей, монтаж системы вентиляции, это слаботочные системы, сети вернее. Электромонтаж тоже закончен, монтаж электропроводки вернее, тоже закончен. Ну, в принципе, уже подготовились, делаем подготовку для завоза оборудования. Это же парты, кухонное оборудование. Строительство школьного учреждения, рассчитанного на 720 мест, проходит по линии регионального Минстроя. 3 этажа, порядка 30 аудиторий вместимостью 24 человека, огромный актовый зал и 2 лифта. Школа обещает обеспечить полный простор для ученического процесса. По заверению начальства, стройка находится на финишной прямой. Большинство сил брошено на выравнивание ландшафта и укладку тротуарной плитки. Новая школа – это не только учебные классы, но и целый спортивный комплекс. Для веселого и, самое главное, здорового времяпрепровождения на территории предусмотрены огромные площадки, отведенные для футбола, волейбола и других игровых видов спорта. Перед тем, как возвести новое строение, рабочим пришлось потрудиться, ведь участок, выделенный под стройку, находится на возвышенности. Это называется организация рельефа. Выводим под проектную отметку площадки под проектную отметку. У нас же тут сложный рельеф на 3 уровнях. И вот у нас стадион оказался на нижнем уровне. Ну и доводим до конца под укладку дорожного полотна, асфальта, дорожное полотно и в том числе и под стадион. Строительство идет с опережением графика. Еще несколько недель и объект будет сдан. Совсем скоро назрановские школьники смогут посещать новую школу, не тратя много сил и времени на дорогу. Общеобразовательное учреждение находится в шаговой доступности. Идрис Ижиев, Ахмед Гандаров, Новости 24. В следующем году Госавтоинспекция России готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов на водительские права. ГИБДД планирует исключить их сдачу на закрытых площадках для категорий Б, С и Д. Сейчас проект постановления находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром. Изменения обещают вступить в силу со следующего октября. Самобытная, богатая культурой, традициями, пропитанная духом времени – все это о проекте «Легенды Ингушетии». Он инициирован заслуженным деятелем искусств Микаэлем Базоркиным. Эта эпопея из 5 частей. В этнокультурный экскурс зрители окунули актеры Русского государственного музыкально-драматического театра. Накануне в Джейрахском районе прошло закрытие проекта. Дана Плиева расскажет.
Калой, Зару, Гайтемир, Батази и многие другие известные персонажи знаменитого романа «Из тьмы веков» вновь оживают перед зрителями. Но вместо театральных подмостков местом действия служит горная природа Джейрасского района, где описана сюжетная линия книги. Здесь Калой в исполнении заслуженного артиста республики Рахмана Бекова хочет украсть Зару, засватанную за Чеборса. Но в ответ слышит от Зару лишь отказ во избежание вражды и кровопролития. И при этом главная героиня советует и даже просит Дали, будущую жену Калоя, никогда не выходить замуж за нелюбимого, даже по воле родителей. Дали. Алчность собственной матери, бездействие отца, толкнувшие девушку на нежеланное замужество, разбитое сердце благородного юноши. Здесь на склонах гор невольно веришь, что это не просто сюжет книги, а реальная история неудачной любви. Задевает душу, сердце. И смотришь, понимаешь, что да, это действительно происходило здесь, и таких ситуаций, наверное, возникало много. И люди здесь, которые жили, они, сохраняя достоинство, благородство, преодолевали такие сложные жизненные коллизии. Этнокультурный проект «Легенда Ингушетии» представлен Государственным музыкально-драматическим театром региона. Автором выступил заслуженный деятель искусства в Ингушетии Микаэль Базоркин. В зимнее время при очень больших усилиях актеры с утра до ночи репетировали на морозе. Это очень непросто удалось, но не напрасно все было. Но хотелось бы в будущем году уже на летней фактуре пойти начиная с фурток, например, да, и, конечно, согласовывая с родами, которые оттуда вышли, и вплоть до вверх по Гу подняться и так далее, по всем родовым замкам. Театрализованный проект состоит из 5 постановок. Каждая из них затрагивает прошлое нашего народа. В день открытия, 30 ноября, театралов порадовали спектаклями «Утик Малсак» и «Эгигаст» на башенном комплексе Бейни. Третья постановка «Любовь Калоя» прошла в башне Куштовых. Следом за ним «Паспорт», где затронут один из самых трагичных моментов в нашей истории – депортация ингушей на долгих 13 лет в Казахстан и Среднюю Азию. Вслед за первым, увозящим наш народ эшелоном, солярный знак, колесо нашей жизни повернулось вспять. Как и 4 другие постановки, последняя из списка «Млечный путь» уносит зрителей в наше прошлое. Пьеса интерпретирована режиссером, народным артистом республики Ахмедом Льяновым, примерившим роль Хасана Хаджи в этой постановке. На примере судеб героев романа он раскрывает во всей полноте историю ингушей. На первый план режиссер ставит особенности жизни и быта, придавая спектаклю своеобразный национальный колорит. Приходится что-то подворовывать, какие-то сцены уплотнять или сокращать, для того, чтобы зрителю было удобно смотреть с одной точки, чтобы он мог обхватить разные места действия. Но с другой стороны очень интересно, потому что это эмоционально другой настрой. В живых наших башнях это не бутафория, это не новодел, это история, в которой ты работаешь и ощущаешь себя, что ты все-таки частью прошлого. Большое отличие, то, что происходит здесь, это просто не передать словами, ты переносишься в то время просто. Это было великолепно, было прекрасно и прям на одном дыхании смотрелось. Проект представлен в рамках Года театра в России. Он, как надеется автор, продолжится и дальше. В планах у Микаэля Базоркина преобразовать его в этнокультурный фестиваль, на который будут приглашать и другие регионы Северного Кавказа. Дана Плиева, Магомед Майсигов, Новости 24. На форуме «Машук-2019» ингушская команда представила проект сохранения чертежей мира, который заключался в покорении 7 вершин 6 субъектов Северного Кавказа. Они выиграли грант 800 тысяч рублей. Сейчас команда готовится к экспедиции. Наша съемочная группа побывала на тренировках участников. 7 вечера. В зале спортивной школы начинается тренировка будущих покорителей 7 вершин Кавказа. Разогрев мышц начинается с пробежки, а после нее альпинисты приступают к силовым нагрузкам.
Их миссия заключается в пропаганде мира и сохранении добрососедства на планете, защита окружающей среды и ее обитателей, символизирующих вечную жизнь на Земле. Это и служит мотивацией прохождения высот Кавказа, начиная с Базардю и дойдя до самой высокой точки Европы Эльбруса. Залимхан Костоев был экспертом на Машуке 2018, когда познакомился с проектом, и ему предложили поучаствовать, от чего он не смог отказаться. Поддержку тем, кто реально нуждается в этой поддержке. Либо действием, либо каким-то словом, я не знаю. Сегодня вот нам предоставилась такая возможность, в частности мне, как резиденту этого проекта, принять в нем участие и сказать свое тоже слово. 7 участников, 7 вершин. Их маршрут на карте обозначает символ бесконечности. Каждый участник отвечает за определенную сферу в экспедиции. Тренер, руководитель, медик. Ну и куда же без оператора? Всех подписчиков проекта будут знакомить с достопримечательностями, с культурой и кухней народов Северного Кавказа. Мы пытаемся рассказать всем о важности сохранения мира, и, соответственно, если мы просто поднимемся и спустимся, но не сможем ничего показать, я думаю, будет сложно донести эту цель и, в принципе, доказать, что мы там были. Мой опыт весь на данный момент, он ограничивается просто подъемом на Столовую гору. Ну, всем понятно, что в альпинистских кругах это не достижение вовсе, и страх есть, он немного обостряется тем, что мы делаем это еще и в зимний период. То есть, когда еще климатические условия не совсем за то, чтобы ты это делал. Больше всего боюсь Эльбруса, на самом деле, потому что очень много наслышан об этой вершине. Это самая высокая точка Европы. И вот этого боюсь. То есть вершины всех остальных регионов, они довольно легкие. Им предстоит долгий путь на склоны и скалы могучих Кавказских гор. Несмотря на подтянутый вид этих участников, лишняя тренировка им не помешает. Тренер, он же и резидент проекта, выписал им 2-месячную подготовку, исходя из исследований покорителей гор. Для них построил такую программу больше на выносливость и чтобы ноги у них не закислялись. Это такие тренировки, как там поднятие по бэкборду, которые необходимы там альпинисту, например. Это такие тренировки, как прыжки на тумбу, там байк, аэрбайк, это чтобы ноги не закислялись, когда будут подниматься на эту гору, и чтобы показывали хороший результат. Проект предполагает развитие туризма и содействие популяризации туристической привлекательности Кавказа. Также экспедиция способствует развитию альпинизма в регионе. Горы, по словам руководителя, будут покорены до конца этого года. Они готовились, учитывая все аспекты. Физическая сила – это, конечно, хорошо, но немаловажно еще и знать теоретическую часть. Здесь нам помогают профессиональные альпинисты, которые не раз покоряли Эверест. И с ними мы узнаем много нового и будем учитывать все те ошибки, которые мы допускали. Каждый из участников прошел тренировочный лагерь. Кроме как к физической силе, они готовились и к моральной устойчивости. Курсы проводили и по теоретической части альпинизма, и оказанию первой помощи. Хава Султыгова, Адам Гулоев, Магомед Майсигов. Новости 24. Сейчас расскажем о благотворительной акции Почты России. Называется она «Дерево добра». Каждый из вас может подарить подписку на журналы и газеты школам, интернатам, сельским библиотекам, нуждающимся людям. Оформить подарочную подписку можно несколькими способами, как это уже сделали накануне в Магасе. Хава Гагиева расскажет. Чтобы вырастить дерево, не нужно много усилий. Однако для почты в Магасе все было проще простого. Здесь сегодня выросло непростое дерево. По словам сотрудников почты, это дерево, которое дарит надежду и журналы, которые так любят дети. Организации совершают огромный подарок на Новый год. Получается, что целый год ребята, детишки будут получать печатные издания, в которых они очень нуждались до этого, но не могли себя оформить. Это очень доброе дело, поэтому наша акция называется «Дерево добра». Как бы в этом дереве собирается все добро от всех людей. Акция «Дерево добра» направлена на тех, кто больше всего нуждается в помощи и заботе. Сделать доброе дело и оказать эту помощь может каждый желающий. Для этого нужно просто выбрать конкретного человека или социальное учреждение. В Ингушетии акция по благотворительной подписке проходит впервые, а поддержать ее помимо обычных жителей республики пришли и руководители 6 министерств. Значимость этой акции заключается в том, что мы этим самым помогаем нашим детям, способствуем им, чтобы у них, чтобы наши дети знали, что они
не остались без внимания. Если вы сомневаетесь, какой журнал выбрать или для кого его оформить, то операторы порекомендуют вам то, что будет полезно для каждого учреждения. Например, для детского дома-интернат в сельском поселении Троицка оформляют подписку на журнал по дефектологии и воспитанию и обучению детей с нарушениями развития. Это тот самый журнал, который будет в помощь. Больше подходит, связан со здоровьем, с диагнозами наших деток. Вот. Поэтому там идет в основном работа воспитателя, и в этом же журнале указаны, он же также идет как и обучающий в помощь воспитателям, вот, и многое полезное для воспитателей и для деток с тяжелыми диагнозами. Проявить заботу и внимание к детям с ограниченными возможностями можно, став участником акции «Дерево добра». Подписку оформляют не только в почтовых отделениях, но и в онлайн-режиме на сайте подписка.почта.ру. Выбор здесь не маленький, более 10 тысяч газет, журналов и книг. А сама акция будет проходить с 1 по 31 декабря. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24. С новостями на канале Ингушетия. До встречи в эфире.